Адылбек Абдразакулу в этом году посадил на участке яровой ячмень и сейчас поливает посевы. По словам фермера, в нижней части Лейлекского района, точнее в Кулунду и Арка, весна приходит рано, а посевная начинается уже в феврале. Если погода хорошая и нет проблем с поливной водой, фермер собирает урожай дважды в год. Я посадил ячмень на 28 сотках земли. Так как у нас тепло, мы дважды в год собираем урожай. Следующими я посею кукурузу или морковь, то, что быстро созревает. Другой же фермер Икрам Батыров владеет 1 гектаром земли. На одной половине этого участка он сеет ячмень, на второй выращивает кукурузу. По словам фермера, в этом регионе в основном выращивали лук. Но из-за низких цен на него в этом году большая часть населения перешла на зерновые культуры в качестве корма для животных. Воды у нас достаточно. Когда придет наша очередь, я начну поливать. Мы в основном сажаем ячмень, пшеницу, люцерну, кукурузу и лук. Хотя лук в последнее время сложно продать, поэтому его стали сажать меньше. Чтобы помочь аграриям без опозданий приступить к весенним полевым работам, государство заказало Лейлекскому району более 116 тонн льготного топлива и 860 тонн минеральных удобрений. Также в этом году не будет проблем с поливной водой, обещают представители местных властей. Управление водного хозяйства из Каскада при помощи насосной станции поставляет поливную воду сельскому округу Жаңыжер. На сегодня в канале есть 1 куб воды. Также с 1 марта в Кулунду подано 2 куба воды. Следует отметить, что в Лейлекском районе имеется более 33 тысяч гектаров пахотных земель. На 9200 гектарах из них высокая влажность. На этой территории в основном сажают картофель, лук и кукурузу. На остальных полях сеют различные зерновые культуры. Халеду Шибаев, Улан Макамбаев, Адыл Розалиев, ЛТР, Баткенская область.